Когда мир содрогнулся от пандемии коронавируса, история маленькой Арнелы Персаевой из Осетии будто отошла на второй план. Начали закрываться границы, подскочил курс доллара, и казалось, что шанса на спасение уже нет, ведь лечение можно пройти только в Америке. Но ведь чудеса никто не отменял. Препарат, который стоит огромных денег, можно заказать в Россию. Сразу 2 клиники в Москве и Санкт-Петербурге успешно провели лечение 4 деткам с диагнозом спинально-мышечная атрофия. А это значит, что у Арнелы вновь появился шанс. Мы ездили на госпитализацию в Вертищево, вернулись. Самая большая удача наша, что мы там поговорили с врачом, с неврологом, который будет проводить нам это лечение. Это будет внутривенно проводиться, вводиться препарат Золгенсма в виде вируса. И в этом препарате искусственным образом будет соединяться этот ген SMN1, который непосредственно отвечает за выработку белка и стимуляцию нейронов, отвечающие за, так сказать, тонус мышц. Но есть и те, кому помочь не успели. Обычно с таким диагнозом, а все еще зависит от степени, дети доживают лишь до 7-8 лет. Арнела стала намного слабее, что было месяц назад и что сейчас. Очень видны изменения. Она уже не может так сидеть, как она сидела раньше. Она уже не может стоять. В клинике врачи сказали, что по кардиограмме, по УЗИ, кардиолог слушала, у нее уже начали изменения в сердце. И еще нам сказали то, что ее лечение нужно было проводить еще вчера. Провести лечение можно только до того момента, пока девочке не исполнится 2 года. Остался только месяц, чтобы собрать нужную сумму. Еще 3 недели потребуется на подготовку к реабилитации. Счет идет на дни, но родители не теряют надежды. Мы очень надеемся, что появится этот добрый человек, который поможет Арнелке и добьет эту сумму. Наша республика не раз показывала, что может объединиться. Уже собралось 65 миллионов рублей. Цифра баснословная, но этого не хватит. Нужно еще 100 миллионов рублей. Препарат можно заказать только при полной предоплате. К сбору денег подключаются все больше медийных лиц. Слышал про эту историю, более того, там в футбольном клубе Сочи как бы все ребята в курсе и тоже думали об этом, как можно помочь. Мне кажется, что мы также можем, я также могу найти кучу ребят, сам поспособствовать, да, но сумма действительно огромная. Я знаю, что были случаи, когда там 1-2 человека, которые очень обеспеченные, то есть даже инкогнито, просто закрывал этот вопрос и помогал тем самым. Мне кажется, тут тоже такая история, что все, что от нас зависит, мы там от себя поможем без проблем. По самым скромным подсчетам, если каждый житель Северной Осетии отправит на счет семьи Персаевых 400 рублей, то удастся собрать недостающую сумму. Казалось бы, так мало и так много, чтобы маленькая кучерявая девочка жила. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.